Булмык в легенде готовят на основе домашней сметаны. Если нет домашней сметаны, можно использовать городскую покупную сметану, но тогда нужно добавить сливочное масло. На сковородке растапливаем сливочное масло или сразу, если домашняя сметана, то домашнюю сметану. Добавляем туда соль, сахар, затем муку. Все это пережариваем до золотистого цвета муки. Добавляем молоко, перемешиваем до тех пор, пока наш булмык не станет отставать от стенок сковородки. Есть несколько видов. Когда готовят на топленом масле, когда готовят на домашней сметане. Также делают и на жиру, когда курдючный жир пережаривают, то есть разные виды. У нас дома готовят по-другому. Растопленное масло, топленое, по-калмыцки шартосн, на нем все те же самые ингредиенты, но только на топленом масле. Топленое масло, оно меньше времени занимает. Сам булмык получается более желтым, насыщенным и более жирным. Просто я вот видела, когда бабушка готовила, она вот, допустим, все закинет, вот это перемешивает, и мы сидим, ждем, когда она все это приготовит. И вот в этот момент, когда она вот молоко добавляет, мне отдельно всегда делали. Почему? Потому что я молоко не усваиваю, не перевариваю. Мне всегда делали с водой. Или молоко, или вода. У нас всегда здесь на легенде добавляют молоко. А у меня бабушка когда как делала. Как мне рассказывала бабушка, раньше делали у калмыков еще и булмык с мясом. Любой жир, курдючный жир, топленое масло, сливочное масло, домашняя сметана. Любой жир растапливался, добавлялась мука, и в конце уже, когда булмык начинал отставать от сковородки, в него добавляли вяленое мясо, соленое мясо, сушеное. Это могло быть или конина, или говядина, или баранина. То есть как бы у каждой семьи был свой вариант. Раньше не было холодильников, не было возможности как бы хранить мясо, его засаливали. Засаливали, сушили, и потом это вяленое мясо, из него готовили, его добавляли в пищу. Когда уже стали для детей готовить, стали добавлять сахар, изюм, фрукты. Мне кажется, что это кто-то для своих детей, наверное, решил сделать послаще. И так вот, как все блюда, они имеют свойство меняться. Вот даже можно поискать по источникам, я не знаю, я не искала, но просто я от бабушки вот это слышала. Она рассказывала, она в свою очередь от своей бабушки и так далее, как говорится, передавалось и делали вот.